улыбки. Один из моих товарищей говорит: у меня в доме служанка не мусульманка. В каждую пятницу, я уже приучил себя к этому, я совершаю пятничную молитву, выхожу и покупаю ей карточку для пополнения баланса на телефоне. Я возвращаюсь домой и вручаю ее ей. И говорю: позвони своей семье. И все. И так каждую пятницу. Это уже стало обычаем, которому человек следует интуитивно, даже и не чувствуя. Он выходит, покупает эту карту, вручает ей и говорит: позвони своей семье. В один из дней я вошел в дом, и жена говорит мне: иди сюда. Сегодня в доме происходит нечто удивительное. Я сказал: что это? Она сказала: служанка сегодня говорит мне, что она хочет познакомиться с твоей религией. Я хочу узнать про религию твоего мужа. Она сказала: его религия такая же, как и у нас. Она сказала: нет, у него одна религия, а у вас другая религия. Ты заставляешь меня работать днем и ночью, утомляешь меня и мучаешь меня. А что касается этого, то он каждую пятницу дает мне возможность позвонить семье, и причем бесплатно. Но почему ты спрашиваешь про его религию? Та ответила: я хочу принять эту религию. Это та религия, про которую мы слышим, что это религия счастья и милосердия. И хвала Аллаху, она приняла ислам. Однако у нее было большое беспокойство. Она сказала: мой муж и мои дети, как я сейчас вернусь к ним мусульманкой? Он говорит: через неделю я повез ее к призывающим, которые знают ее язык. Через неделю она позвонила своему мужу и начала рыдать. После того, как она закончила плакать, закончила свой разговор с ним, мы сказали: надеемся, что все будет хорошо. Она сказала: я говорю своему мужу: я надеюсь, что ты сможешь перенести потрясение. Я приняла ислам. Он разразился плачем и сказал: я сам принял ислам вот уже как месяц, но не знал, как тебе сказать. Ты сейчас обрадовала меня этой благой вестью. Преславен Аллах, мои благородные братья. Люди иногда нуждаются в нас. Не мусульманин, например. Ты просто говоришь ему: доброе утро. Его сердце может открыться для любви к исламу. И поэтому, мои благородные братья, я говорю про молодежь в частности. Молодежь. Мы хотим, чтобы вся молодежь стала послами призыва. Как мне стать послом призыва? Во-первых, мы должны придерживаться своей религии. Когда я сам не придерживаюсь своей религии, что скажет тот человек? Он скажет: если бы в твоей религии было бы благо, ты сам не оставлял бы ее, правильно? А когда он видит, как я придерживаюсь своей религии, он скажет: ваша религия великая. Вы любите ее из глубины сердца, вы оберегаете ее,